Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – кто думает о вас по ночам. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, кто вы, кто пришел на расклад. Здесь показывают то, что вот-вот грядут к вам скоро в энергиях какие-то деньги. Вы их вот как привязали, притянули. Может быть, кто-то проговаривал что-то вслух, что уже начинает менять вообще вашу реальность. Вы вот-вот на пороге именно каких-то таких денежных интересных событий, вливаний, да, в ваш бюджет. Вы человек такой, который радуется мелочам, радуется, когда светит солнышко, или любите пребывать на солнце. Чувственный, общительный, нежный. Вы всегда подбираете, вот знаете, такие правильные слова, речи, когда вы находитесь в диалоге. Вы стараетесь поддерживать со всеми именно хорошие, добрые отношения. И не любите какие-то конфликты, вы вот как-то стараетесь их избегать. Также вы человек, который стремится к какой-то стабильности, карьерному, может, росту. Здесь я бы еще сказала, вы человек, который привязал к себе какой-то большой капитал. То есть, может быть, на самом деле у вас или коллаж желания сработал, или вот ваш дневник желаний, да, вот что-то начинает активироваться, двигаться в вашу сторону. И поверьте, все, что вокруг вас сейчас происходит, это именно склоняет вас к вашему желанию. То есть скоро вот-вот сбудется что-то, о чем вы мечтали. Это вот касается именно денежного плана. Так я еще скажу, вы человек никому, который не доверяет какую-то личную свою жизнь, личные какие-то обстоятельства в жизни, да, вы не рассказываете о личном, не делитесь. Может быть, это совсем совершенно близкие, и то вы стараетесь вот как-то... Есть какие-то секреты, да, держать вот это в тайне. Что-то, может быть, и даже позитивное, да, вы все держите в тайне. Боитесь, что, может быть, кто-то сглазит. Здесь показывает вас человека как чувственного, так и влюбчивого. Вы человек, который много мечтает, много что-то фантазирует. Также вы любите, может быть, пребывать в состоянии такой, знаете, покайфовать, пожить. Или устроить себе какой-то праздник, да, из ничего. Вот, то есть в плане того, что на ровном месте. Просто устроить себе какой-то балдеж. Любите наслаждаться именно какими-то, я говорю, маленькими вещами. Можете вокруг себя создать какую-то уютную, красивую атмосферу. Человек такой, который создает вокруг радость. Вы человек энергии, вы заряжаете вокруг людей. Вот вы уже присутствуете, и вы уже заряжаете. Вы когда где-то появляетесь, вас хотят там видеть. Особенности, я бы сказала, противоположный пол. Также показывает то, что вы ушли от людей каких-то негативных или в расстроенных чувствах от этих людей. Но вы сейчас не общаетесь, вы их держите на каком-то расстоянии. И еще здесь показывает то, что прошло какое-то время, вы перестали вот ждать кого-то, да, вы, может быть, ждали кого-то, надеялись на кого-то, но вы понимаете, что это бессмысленно, вы вот как-то собрали себя и пошли вперед, стали двигаться, стали что-то делать. Здесь показывает человек, может быть, даже открыл какой-то новый проект. Вы сейчас можете заниматься, может быть, обучением или, в принципе, да, вы уже выучились, и вы сейчас занимаетесь каким-то новым делом. Может быть, это даже и новый вид дохода. Семейные смотрят люди, дети присутствуют. В большинстве случаев здесь люди в отношениях, в семейных отношениях, где присутствуют детки. Вы активистка.
И вы человек такой, знаете, который может на самом деле своим присутствием задавать какую-то вот такую энергию, да, что все люди вокруг вас или которые находятся в вашем окружении начинают тоже двигаться. Вы активны, и вот, знаете, вы задаете какой-то такой тон позитива, мотивации, и вот люди начинают тоже как-то сдвигаться с места, поднимать попу со стула, с дивана, да, что-то делать, смотря на вас. Они видят, что у вас что-то очень хорошо получается. И вы человек, который не берется только за одно дело. Вы можете иметь несколько дел, несколько проектов. Также еще показывает то, что вы человек, который всегда заряжен таким оптимизмом. Красивая, яркая, харизматичная, да, вот такая вот личность. Но вот то, что ваше личное, оно закрыто. Хорошо, давайте тогда смотреть дальше. Кто думает о вас по ночам? Если с вами проигрывают энергии, продолжаем. Кто думает о вас по ночам? Мужчина. Тут сразу уходит мужчина. Боевой такой. Здесь показывают то, что вы не хотите с этим человеком продолжать общение. Вы или прекратили общение, но человек был вам дан как урок, как данность. Вот есть, да, он, и не стереть. И вот вы должны с этим человеком пройти урок. Вы что-то для себя здесь поняли, усвоили. И отвернулись. Здесь может быть даже негативный урок, но все же он пройден. Какой-то этап. У человека до сих пор к вам чувства. Человек, кстати, не может от вас отделиться ментально. Вот просто на постоянной основе думает. Думает даже о вашем уходе, как вы ушли, как вы себя поставили. Такое чувство, как будто бы вы давали какую-то надежду, может быть, смотрели ему в рот. Но вот сейчас, да, вот как-то или в одночасье вы просто резко прекратили общение сама. И вот здесь человек понял какую-то вашу ценность, понял, что вот чего-то не хватает, да, понимает, что от вас шли, да, какие-то ресурсы, человек от вас что-то получал, наслаждался, может быть, даже вашим вниманием. Вы, знаете, для себя выбрали более надежного, возможно, здесь был выбор между кем-то и кем-то, и выбрали для себя более надежного, более перспективного, можно еще так сказать, человека. Вы вот отвернулись и пошли. Вы понимаете, что вам ничего там не светит, но здесь было для себя что-то усвоено. И пошли в новое. Также здесь показывают еще человека. Знаете, у вас какие-то вот здесь один, второй, оба два похожих или незрелых человека. Вот он о вас тоже думает. Молодой. Знаете, такое чувство, у него может быть даже и седина на голове, но человек уверенно знает, что у него еще много времени впереди, что он еще успеет что-то там наверстать. И даже если человек уже и в возрасте, все равно почему-то такие вот, или будет так даже думать, да. Но какая-то вот здесь присутствует незрелость, такая легкость, отношения по-легкому. То есть человек не ищет каких-то серьезных отношений, человек думает о вот каких-то легких отношениях или временных отношениях. Здесь, кстати, человек надеялся на вашу легкость, то, что вы дадитесь легко или с вами можно закрутить, да, вот какой-то легкий роман. Но здесь, знаете, вот как бы нет, здесь была какая-то надежда. Вот смотрите, вы подали надежду, и человек почему-то уже был уверен, что вы уже все в руках. Но нет, здесь вышло иначе. Вы здесь что-то переиграли с этим человеком. Он вспоминает вообще в целом ситуацию, такое чувство, что он чувствует какой-то обман, что его обманули. Вы его обманули. На самом деле, вы здесь чувствуете, что ваше, что нет, да? Вот как-то так. Вы понимаете, что тоже, опять-таки, отношения не несут в себе для вас пользы. Вам нужен человек, который будет вас понимать. Человек, с которым будет стабильно, с которым можно что-то построить. Но вы общались, да, скорее, может быть, с разными людьми.
но вам не принесло это какого-то удовольствия. Здесь больше скорее было даже, знаете, некое такое легкое разочарование, что все не ваше, все не то. Вы, кстати, за кем-то раньше присматривались, на кого-то присматривались, но такое чувство, как будто бы человек был отвернут от вас. А вот сейчас как раз-таки наоборот. Вы отвернуты, а человек уже смотрит в вашу сторону. Здесь, кстати, какая-то дама думает о том, что вы ей должны. Должны денег, или я ей помогала, да, теперь и ее очередь, то есть ваша, помочь мне. Вы в конфликтных ситуациях с этой женщиной или не доверяете очень много ей. Знаете, эта женщина сама набивается на помощь, а потом ждет, когда в ответ помогут ей. Вот она также ждет и от вас помощи. Та помощь, которая, в принципе, для вас не сыграла роль, это да, а второе, вы и не просили никого. Да, человек сам целенаправленно шел помогать, то есть от своего желания. А сейчас ждет расплаты, да, когда вы за это расплатитесь. Здесь будет сообщение от данной дамы или ее приезд, приход, то есть может быть какая-то встреча. У вас намечаются, смотрите, какие-то отношения легкого характера, пока легкого. Ну да, именно пока, потому что здесь выходит башня. Опять такая, через урок. Через урок. Знаете, это не то, чтобы даже если вы находитесь в отношениях, эти отношения в вашу жизнь придут, чтобы вам указать, куда вам двигаться по перспективам. И здесь это вот как-то будет касаться именно вашей деятельности, работы. И я вам так скажу, этот человек объявится в вашей жизни внезапно, резко. Вот как снег, да, вот на голову. Просто человек появится, укажет, может быть, на какие-то ваши ошибки в жизни. Вот как посланник, да, и исчезнет. Не нужно о нем переживать. Вот просто не нужно о нем переживать. У вас, когда он исчезнет, у вас появится идея, что мне еще делать. Или как мне двигаться дальше. Здесь интересный сюжет разворачивается. Я вам так скажу, что вы еще вспомните или данный расклад, или данную ситуацию, да, то, что именно та ситуация показала вам, куда вам нужно двигаться. Во-первых, да, здесь появятся силы, появится какая-то энергия. Здесь начнутся около вас крутиться какие-то такие хитрые люди, хитрые именно люди. Знакомые, незнакомые, вот такие вот. Даже люди из близкого круга, но хитрые, с хитростью. Выведать у вас какую-то информацию, потому что будут видеть то, что вы делаете, у вас получается очень хорошо. Будут выведывать по поводу этого какую-то информацию. Если вы продаете цветы, будут вы спрашивать, где вы их покупаете, как вы это делаете, как вы это все сделали, да, вот какие-то нюансы такие, рабочие. Кто думает о вас по ночам? Человек, с которым у вас был конфликт, мужчина. Но вот тут показывает именно, что вы в чем-то, опять-таки, не согласны. Вы не согласны с его мнением, но человек видит вашу правоту, но не признает ее. Здесь какая-то такая доля эгоизма присутствует, что я всегда прав, хотя даже если и не прав. У вас присутствует вот конкретное такое, я права, да, я знаю, у меня есть факты, доказательства, вот в каком-то таком плане. И показывают ваше состояние на сегодняшний день. Именно, что вы в ресурсе или вы двигаетесь в правильном направлении. Шестерки, восьмерки, 12, 15, 18, 24, 28. Это числа или даты рождения, кто смотрит. Или это могут быть какие-то даты, связанные вот с вашим каким-то финансовым ростом.
то же время здесь показывают, скоро будет какая-то такая потеря по забывчивости. А эта потеря именно такого легкого характера, но заденет ваше состояние, что жалко, мне жалко. Но это что-то такое, не скажу, что это ценное, это маленькое, но красивое, да. Это может быть и недорогое, но красивое. И вот вы это потеряете. Жалко просто будет. Это как откуп, да, вот за что-то вы как расплатитесь тем самым. Забрали так, нежели было бы хуже. Вот что-то в таком плане. Сами так даже подумайте. Так оно и есть. Здесь показывают, не бойтесь, ваше состояние вот этой потери, оно возместится во много-много-много раз. Здесь выходит колесо фортуны, здесь выходит императрица, здесь вам очень сильно в чем-то повезет. Также здесь еще показывает то, что о вас может думать какая-то пожилая женщина, о вашем успехе. То, что вы сейчас обладаете вот какими-то или колоссальными знаниями, или да, у вас есть какие-то инструменты, что-то вы используете, то, в чем вы могли бы добиться какого-то успеха. Вот она это знает. Она почему-то уверена, да, в ваших силах, знает вас по характеристике, что вы добьетесь, или если вы хотите, вы добьетесь. Ну вот какая-то такая уверенность в вас есть, вера в вас, да, что у вас получится. В какой-то степени человек может так по легкости завидовать вашему успеху, да, в том плане, что я тоже бы так хотела. Так, кто еще? А здесь показывают человека, который не был вам верный в чем-то. Вот он сейчас на вас смотрит или наблюдает где-то на дистанции. Здесь идет слово, как вы хороша, как вы нежна или как вы добра. У вас вот есть какое-то терпение или вы поступаете вот как женщина. И то, как вы поступаете, да, это именно заслуживает какого-то уважения. Здесь человек вас когда-то обманул, да, здесь идет слово «измена». Здесь могло быть предательство. Такое чувство, как будто бы это не я, это меня увели, да, или совратили, или вот еще что-то. Да, вот я куда-то загляделся, открыв рот и так далее, и что-то вот где-то потерял, прохлопал. А вот сейчас идет сожаление. Он видит, что вы наслаждаетесь жизнью. Он видит то, что вы получаете какие-то плюшки, получаете что-то, может быть, в виде подарков или чего-то материального. Также он видит, что вы кайфуша, любите жить на широкую ногу или очень хорошо. Но, по крайней мере, так где-то вы просвечиваете, да, что вы живете именно наслаждаясь жизнью, наслаждаясь какими-то ресурсами, благами. То, что у вас все есть, или вы довольно-таки достаточно такая содержанная, да, у вас может быть и квартира, и машина, или дом, и так далее, да, то есть вы не бедная девочка. И то, что в жизни у вас постоянно какая-то фортуна. Такое чувство, как будто человек когда-то вас променял на то, что сейчас вот валяется на земле и никому не нужно. То есть это может быть скорее треугольник, да? Променял на ту женщину, которая недостойна вообще ничего. Вот какое-то такое идет у него отношение. А сейчас жалеет. Сейчас жалеет. Он смотрит на вас, что вы очень веселая. Но о нем не думаете. Вы знаете... Вы сделали какой-то правильный выбор, с одной стороны, он это понимает. Поступили справедливо. С другой стороны, да, трогает его именно внутренняя какая-то такая вот и злость, что и с вами никак не получилось, и вы добились чего-то в этой жизни. Какие-то рамки есть, какая-то ситуация, может быть, депрессии, злости внутренней, что чего-то в жизни не получается. То, что человек не наслаждается здесь счастьем, он наслаждается здесь тоской, грустью, депрессией. Не наслаждается, а именно утопает в этом. Есть какая-то доля сожаления, может быть, даже человек себя ругает, что сделал неправильный выбор, не в пользу вас. Когда-то вы были в его сторону милы.
или влюбчивы, да, влюблены. Нравился он вам. Такое чувство, что на сегодняшний день он уже не в вашем вкусе. Вам нравятся другими. Вот как-то так. Или у вас уже кто-то есть, да, что вы не обращаете внимания, вам не интересно. Так, кто еще думает о вас по ночам? Влюбленный мальчишка. Молодой человек. Такое чувство, даже на лет 10 точно вас моложе. Но очень молодой. Незрелый, неопытный. Такое чувство, что здесь, знаете, какая-то проскользнула такая волна таких каких-то мыслей, да, мама и сын. Вот у него самого, с другой стороны, вы такая ослепительная. То есть человек понимает, что вы старше, но я не скажу, что этому человеку нравится старше, но вы выглядите в своем возрасте очень хорошо. Отлично. Да, вы притягиваете. Здесь физически очень сильно притягиваете. Нравятся какие-то определенные ваши формы. Здесь что-то о физическом теле. И есть у вас вот эта вот какая-то чувственность, сексуальность в таком плане. Вы и заботливая такая, и приятная. Он, понимаете, с одной стороны думает о вас, с другой стороны говорит себе, так нельзя, так нельзя. Или это все только вот какие-то мечты, да, но вот по факту, если я к ней подойду, да, я точно получу отказ. Здесь такая уверенность в этом есть. Здесь есть неуверенность в том, что я бы что-то смог в отношении данной дамы. Просто эта женщина уже такая зрелая, и кого попало к себе точно не подпустят. Да? Особенно вот каких-то молодых сопляков. Вот так вот он может думать. Кто еще думает о вас по ночам? Опять говорю, человек, с которым у вас был конфликт, он вас боится. Боится каких-то даже претензий от вас. Или что вот мы встретимся, от вас полетят какие-то претензии. Человек боится, защищается. Чего-то он здесь поднатворил. Здесь была какая-то с его стороны глупость. Это мужчина. Перед другими умнит себя, показывает, да, таким деловым, крутым. Показывает, что у него все круто или лучше, чем у остальных. Вот такое есть. Какая-то такая напущенность внешняя. На самом деле внутренняя. Он понимает, что он ничего в этой жизни, да, как будто бы не добился, не прошел вот какого-то такого опыта сложного, да, что поэтому у него в жизни чего-то там нету или не хватает, то, о чем он мечтает. Но здесь есть какие-то грезы о вас. Здесь есть, знаете, что нравится в вас, этому человеку? Ваша улыбка. Когда вы смеетесь, хохочете, улыбаетесь. Вот он говорит, что вам это к лицу. Но он боится вашего плохого настроения. Такое чувство даже, да, что вот скоро он получит по шапке, или он чувствует так, что он получит от вас. Или вы выскажете что-то. Вы выскажете что-то нехорошее. Ну, когда-то вы ему в чем-то помогли. Помогли даже вот как взяли за руку и перевели через дорогу, да. То есть вы этого человека, может быть, протянули на какое-то место. Или подсказали что-то, что человек из этого что-то получил. Такое чувство, как будто бы человек, может быть, или несколько раз к вам зачем-то обращался, да? Ему как-то в чем-то стрёмно перед вами. Нравитесь. Вы нравитесь, но не нравится ваша какая-то такая агрессивная позиция, когда вы злитесь. Но он вас побаивается, осторожничает. И, знаете, есть такая еще и влюбленность во внешнее тело, внешние данные.
у вас очень хорошие внешние данные. То есть вы очень красиво или у вас красивая фигура. Вот что-то в таком плане. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.